Ребят, всем салам и всем алейкум, меня зовут Азамат Кадыров, и это Кыргыз Фристайл. Давно нас не был на YouTube, и, наверное, вы соскучились. Но мы приехали специально в Ош, в южную столицу нашей страны, чтобы снять вот в такой вот крутой локации. Добро пожаловать в футбольный клуб Каганат. Друзья, я хочу вас познакомить с генеральным директором футбольного клуба Каганат, это Айрбеков Жанубек. Здравствуйте. Здравствуйте. Как поживаете? Спасибо за вот такое вот гостеприимство. Как у вас дела? Альхамдулилlah, все хорошо. Потихоньку идем, процветаем. Вот давно хотели вот приехать в Ош, давно приглашали. Какие у вас новости? Что у вас по чемпионату? Какие у вас игроки? Ну, если по чемпионату, сейчас мы более-менее, наши ребята, кажется, как бы сплотились, нашли общее понимание. Последние игры показывают, что прогресс уже есть. По игрокам в этом году мы немножко, так сказать, на пару месяцев опоздали из-за того, что меня назначили немножко где-то в конце декабря. Из-за того, что были много проблем, мы хотели сначала общие политические моменты, общие финансовые проблемы вот эти решить. И из-за этого мы немножко где-то около месяца-полтора опоздали с, так скажем, хантингом игроков. Поэтому у нас на данный момент, я не скажу, что плохие игроки, у нас хорошие игроки. Из них много легионеров, около 10-11 легионеров. У нас с Узбекистана легионеры есть, с Нигерии, с Армении, с России есть ребята. Вадим, Азамат, Очень приятно. Очень приятно. Как давно ты играешь в этом клубе Каганат? Получается 2 месяца. Всего лишь 2 месяца? Да, с февраля. А как получилось, что ты именно попал сюда? В Ош? Написал скаут, что команде нужен правый защитник. Посмотрел мой трансфер-маркет, сказал, подходишь. Сказал условия, я сказал, мне тоже подходит. А до этого где играл? В Красаве. Знаете такую команду? О, да, Красаве играл. Да, Классно. да. Вот поэтому тебя все называют блогером. Ну, типа того, да. Ну, у меня просто еще ТикТок есть. О, сколько подписчиков? 12 тысяч. О, нормально. Ну, есть видос на 3,5 ляма залетел. Нормально. Да, правый защитник. Какой уровень вот ты поиграл в России в Красаве и сюда? Есть разница какая-то? Ну, в Красаве чуть-чуть, наверное, уровень выше. Чуть-чуть. Чуть-чуть. В чем уровень выше? Скорость, физика, интеллект. Ну, скорость, зарплата. Скорости принятия решения, я бы сказал. Ага. Да. Получается, там играть намного быстрее. А здесь Не намного, но побыстрее. А так физическая подготовка в целом плюс-минус одинаковая. Но именно в скорости принятия решений в это есть разница. А по зарплате как? Намного выше? Конфиденциально. Нет, Выше, в Красаве невысокие зарплаты. А, Это клуб частный, поэтому там небольшой бюджет, Ага. и поэтому там невысокие зарплаты. выше, ниже? Чуть-чуть повыше, наверное. Как тебе наша культура, наша страна, город Ош, плов, самсы? Пробовал самсы? Конечно, и самсу пробовал, как? и плов пробовал, и лангбан пробовал. Вообще топ. Что, ну еда тут просто восхитительно. Приехал, наверное, килограммчика 1,5 с удовольствием набрал, но потом тренировки начались, сразу быстро сбросил. Но еда тут фантастическая. Вот. Так, в целом, люди тоже все очень добрые, в команде хорошо приняли, поэтому впечатление максимально приятное. Еще в Бишкеке не был, говорят, в Бишкеке очень красиво. Пока в Бишкеке не был? В Бишкеке Ну пока ты не же был. играешь же в матч по Бишкеке, который... Через 3 дня поедем первый раз. Впервые в Бишкеке. О, ты до этого не был. Ни разу. Ты в основе играешь? Да, да. А Каганат не играл, что ли, в Бишкеке в матче? Играл, у меня травма тогда была. Я Блин, вот жалко, последний. да. Ну, Бишкек красиво. Ребят, сейчас будет интересный челлендж. Мы выбрали топ-5 игроков в Каганат, чтобы узнать, кто же лучше бьет штрафные удары. 5 топ-игроков, которые бьют хорошо штрафные удары. А как вы определяете на матче, кто пробьет пенальти или штрафной? Как вы это делаете? Чекаете или? Кто более уверен, тот и подходит. А как вы определяете, кто более... А если все уверены? Хорошо получается игры, хорошо получается там. И тот бьет. Но если в игре вы все хорошо играете и прям бывало... Тогда уже решим, да, там стоим. А бывало ли такие моменты, когда вы все хотите забить пенальти, прям чекаться или... Пенальти не были еще. Пенальти еще не было на сезоне. Пенальти вы вообще не пробивали? А штрафные?
Нашли пару. Чекайте? Чекайте? Все ударили. Все. А есть ли такой... Кроме чемпиона. А есть такой штатный чувак, который бьет все штрафные? Как мы, Роналду, как Рональдинho, Пирло. Нет таких? Почему нет? Может, кто-то отрабатывает и Ну, подготовится кто-то к этому? первый гол забьет, наверное, и тот будет везде. Куда? О! Один есть, один есть. О! Чуть-чуть. Есть все шанс, есть. Повезло. Это удача. О, это сайт. Нет. Давай, Зов. Так, внимание. Да. А где вот так? Давай, там левый ногой. Ай-яй-яй, прям в центр. Ну-ка, вторая попытка. Опа! И... О, да. Из трех. Ой-ой-ой. Хотел как Модрич, не получилось. Последний удар еще есть, да? Все удар. Наш челлендж победил Зоха. Какие ощущения? Ну, как обычно. Как обычно? Да. Теперь, мне кажется, команда знает, кто будет бить лонгшоты, да? Согласны? Нет? Да. Или там по-любому будете, типа, я уверен был в команде. Он достоин был этому победы, он доказал, что он будет бить все удары. Все? Я Мы уверен, что он смотрим забьет. все матчи КПЛ, все матчи. Давайте сейчас, если будет штрафной удар следующий в игре, если он не пробьет, то что будет? Мы его угощаем. Уже не считается. Потому что внутри. Нога. Хорош, ноль пока. Вытащи. Молодец, Тяма. Вытащи. Вы разделили команду на две группы. Первая там ударные, вторые пасы. Для чего это? Ну, здесь у нас восстановительная работа идет. Ребята просто держат квадрат, чтобы по кругам мы просто так не бегали. Здесь делают, держат. Эмоциональные у них здесь. Набирают там 15 раз, еще остались, очко остались. Ну, а там у нас завершение работают. То, что нам чуть-чуть не хватает. До третьей зоны доходим. Вот играли с Карабалтой вчера. И именно нам не хватало вот этого завершения. Вот сегодня работаем над этим, потому что у нас через 2 дня уже игра с Сильбирсом. Сильберсон. Здесь будет игра или Нет, Бишкек? там Бишкеке Бишкек. будем играть. Далее, наше преимущество было с Карабалтой. Большое было преимущество, но не использовали все свои моменты. Вот как вы думаете, в чем разница, что не хватает до первого места? Вот клуб, который находится на первом месте, и вы. Ну, здесь, смотрите, мы очень поздно начали. Во-первых, команда у нас только начала собираться аж в феврале месяце. Как остальные команды уже в декабре начали работать уже основательно. А у нас только открылось это в феврале месяце. Еще игроков только добирали. Некоторые игроки вообще приехали только в апреле месяце. И для создания команды, чтобы построить команду, это очень мало времени. Где-то требуется все равно приблизительно там, полгода, это как минимум, год, да, чтобы построить команду, потом уже требует результат. Но мы стараемся, работаем, все равно уже как бы более-менее хоть какой-то рисунок игры у нас появляется. Ребята молодцы, воспринимают чуть-чуть. Изюмочка в команде, которая отличает от всех команд КПЛ. В чем? Наша изюминка. Ну, не знаю, я даже сейчас так, я думаю, у нас именно то, что коллектив. Я думаю, мы за счет коллектива можем взять все остальные команды. Вот именно за счет коллектива. Мы создаем семью, и все братья, чтобы все было вот как в семье, как дома бывает. То же самое мы создаем здесь, потому что мы живем здесь на базе, мы кушаем все в одном месте, считай, с одного стола кушаем, поэтому я думаю, это очень сильно нас объединяет. Как можно попасть в Кагонат? Многие ребята пишут нам в дайрект, типа, мне вот 16, мне вот 15 лет, я хочу играть в футбольном клубе.
куда идти? Шата, Каганат, вот вам как можно пойти? Отбор есть какой-то день, или вы просто надо прийти на пробную тренировку, а потом вы, может, отберете талантов и среди простых людей? Ну, это получается, у нас же академия, и получается, ребята приходят в академию, могут попасть, но это происходит в основном в начале года. Потому что сейчас сезон, уже набрали всех, и уже сейчас никого мы даже заявить, они не смогут, никого не смогут подобрать. Поэтому это происходит в начале года. В начале года приходит, есть отбор, где-то наблюдает, кто-то приходит сюда в академию и начинает работать там, а мы уже здесь с основной командой, мы уже наблюдаем за дублем. И если в дубле есть какие-то игроки, которые выделяются, мы их уже подтягиваем именно в основную команду. И в основной команде вот у нас в основном вся молодежь. Сколько Все лет с дубля. самому маленькому, младшему в команде? 17. 17 лет. Да. А самому старшему? Самый старший 30. 30. Да. Это- Ну, у нас самый старший, у нас в основном возраст самый такой, это 20, вот 17, 22, 23 года. Молодая 21 команда, год. очень Молодые команды, у нас в основном только, я говорю, 2 человека, там 30 лет. Как вам помогает вот эта вот база, которая освещенная вот такими вот лампами, которые нету в других командах? Хорошо, Вот, мне по-моему? кажется, вот ваша изюминка. Вы можете рваться и играть ночью. Да, ну мы поэтому как бы это и просили, и когда приехали сюда, именно просили, потому что искусственное поле, Азия, жарко, и тренироваться, даже начинать 5-4 часа, это жарко. Во-первых, да, от поля вот эта жара идет, и солнце греет, и мы не можем выполнить ту работу, которую нам надо. Интенсивность уже теряется, поэтому не могу я их сильно загрузить. А сейчас, я думаю, шикарно, свет светит, погода хорошая, прохладненько, и можно работать спокойно. Прям Вот это крутое, да. очень крутое освещение. Да, поэтому я думаю, вот за счет этого мы будем набирать. Поэтому мы вот вечерами выходим, вот так вот работаем. Команда строит из-за хороших игроков или из-за хорошего тренера? Но здесь именно команда есть, и это зависит от всех. И начальники, генеральный директор. Даже от тех, которые работают в администрации? Конечно, это все. Здесь все взаимосвязано. Не бывает здесь мелочей в спорте, понимаете? Здесь все связаны. Тот же повар, те же тоже начальство, администраторы, команда, тренерский штаб. Это все взаимосвязано. Поэтому мы именно строим команду. Именно чтобы вот было все целиком. Back pass, no back pass. No back pass. What, bro? We played 5 minutes. No back pass. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Два, 3, 4. Пас свою. Два, 3, 4, 5, 6. Ты скорее. Давай, два. Ой. Пришли сюда на должность генерального директора, когда эта академия называлась Академия ОШ или же Каганат? Нет, на самом деле в 2017 году с помощью федерация построила вот эту академию города Яваша, и она называлась Федерация футбола наша. Федерация футбола. Сейчас уже Союз Да. крымского футбола На тот построила момент- это здание. На тот момент Федерация футбола построила вот эти поля, инфраструктуру. Потом в дальнейшем, в 2020 году они нам передали на 10 лет в аренду, чтобы мы как бы процветали вот этот, Футбол ваше. футбол вообще в Кыргызстане. Мы под такую задачу согласились и взяли. Но, к сожалению, как мы только взяли, мы на тот момент назначили Муратов Нурсеита генеральным директором. И тогда тоже хороших специалистов Таджикистана, главных тренеров, тренерский штаб позвали с Украины, с России. Хорошие ребята пришли к нам, но сыграли лишь одну игру, если память не изменяет, с Алгой. 1-1 здесь играли, и карантин, локдаун закрыли нас. Тогда в это время академия называлась Академия ОШ. Нет, на тот момент она называлась, до передачи нам, она называлась Академия имени Абдумамунова. Академия. Да,
академия имени Абдумомнова. Тогда еще вышки не было, просто она была в академии. Но в дальнейшем, как нам передали, она стала называться Академия Каганат. И мы дальше уже начали поставили задачи, и федерация перед нами поставила определенные задачи, чтобы мы процветали и популяризировали футбол. То есть содержать высшую лигу, содержать линейку, женскую команду. Над чем мы сейчас работаем. Не просто содержать, а как бы достигать результата. А почему Каганат именно? Кто придумал название Каганат? Каганат — это наш холдинг, так называется, Каганат Инвест называется. При холдинге у нас, так скажем, много компаний, много отраслей. И было решено назвать Каганат. Футбольная база. Расскажите, пожалуйста, что тут включает в себе? На самом деле у нас огромная база, да, так скажем. Если так брать, она не уступает нашим, так скажем, лидирующим академиям. У нас на данный момент имеется 2 больших поля. Стандартные поля — это 120 на 60 и 4 маленьких мини-футбольных поля. Я слышал, что все игроки Каганата живут, тренируются, кушают все здесь, да? Да. Перед нами стала задача, так как мы наших футболистов собрали практически с нуля, потому что у нас были проблемы с дублирующей командой. Они многие ушли, около 8 человек, если меня не изменяет, Вильбирс, Палай ушли ребята, Нефчи ушли, дублирующие. То есть, и наши ребята тоже, так как мы немножко с трансфером опаздывали, многие люди из старого состава, они ушли в другие клубы, да, так скажем, и практически мы не смогли костяк определенно собрать, и поэтому нам пришлось их заселить, чтобы мы с ними днем и ночью работали, чтобы они быстро вот это все наладили. И как бы тренер тоже это требовал, и на данный момент они все круглосуточно находятся здесь. Мы их обеспечиваем всем необходимым, и питанием, и, не знаю, хозбытовыми вопросами. Как бы пока они у нас в базе, ничем не нуждаются. Помимо тоже около 20 человек проживает из академии, то есть это ребята от 15 до 19-20 лет тоже. Когда вы собирали команду, вы непосредственно участвовали в этом, в трансферах, переговорах? Непосредственно участвовал, но как бы у нас перед тренерами мы поставили определенные задачи, и как бы если профессионально приглашали? Тренеров мы искали под задачу, то есть передо мной руководство поставило задачу, и мы на определенную задачу около 1,5 месяца днем и ночью искали, да, то есть созванивались. Можно уточню, вы сказали руководство, то есть у генерального директора есть свое руководство? Да, у нас есть у нас есть президент, есть вице-президенты и я. То есть определенные решения как бы принимаем совместно, да, то есть это они назначают здесь генеральный директор, а дальше уже я. На данный момент здесь работает Максим Белых, он у нас с февраля месяца почти. Сейчас мы ждем остальной тренерский штаб, они сейчас из Туркмении не могут выехать, там некоторые проблемы, видимо. Тренерский штаб — это какие тренера? Это Равшан Миредов, и еще там тренера есть, пока не буду раскрывать, но главный тренер у нас Равшан Миредов. Сейчас в академии сколько всего детей тренируете, включая детей и большие команды? Примерное количество? Примерное количество около 500 воспитанников академии. И здесь 28 человек высшей лиги. Ну, считайте, где-то
550, наверное, да. Вы сказали то, что есть еще президент клуба. Вы генеральный директор клуба. В чем разница генерального директора и президента? Ну, я думаю, генеральный директор, он более на операционных вопросах зациклен, а президент и вице-президент, они, допустим, ставят задачу на год и как бы следят за этим, да, а я дальше уже исполняю, дальше уже как бы мое решение, да, как это сделать, и как это более на операционных вопросах. Я думаю. У меня вот первое интервью с генеральным директором вообще любого клуба у нас в Кыргызстане. И мне всегда было интересно, как вообще идет финансовый поток в кыргызском футболе. Допустим, взнос в КПЛ. Есть ли определенный взнос, чтобы участвовать в КПЛ? Да, Сколько вы есть вот платите? взносы. Это конфиденциальная информация или прям закрытая информация? Ну, я там не помню, она конфиденциальная, не конфиденциальная, поэтому я, чтобы не было никаких потом проблем, есть взнос, до суммы не буду говорить, есть определенный взнос, все участники высшей лиги оплачивают взнос и участвуют, то есть там можно оплачивать как бы по частям тоже, да? И вот в европейском футболе знают то, что там за каждый матч, за каждую победу дают определенную сумму денег. У нас также Нет, в чемпионате? нет, у нас футбол высшей лиги, он нигде доход не приносит, Не он вообще. здесь о прибыли, о чем-то здесь как бы нету речи, да? Здесь только одни расходы, здесь, так скажем, одни любители футбола, даже не любители, а фанаты футбола только. А как же, откуда тогда берется деньги для зарплат, для судей, для вот тренеров? Как вы это все обеспечиваете? деньги все наши бизнесмены, наши любители, они как бы, Они вкладываются в футбол просто, чтобы Да, да, футбол в да. Курсане Да. не погас, да? Просто шел чемпионат, играли. совершенно Только верно. ради по этой философии все, весь Совершенно этот верно. процесс идет. Да, совершенно Офигеть. верно. А то, что вы там Здесь нету- вкладываете обратно за игры, Некоторые за то, даже нет, как в Европе здесь- зарабатывают, так нет. Здесь, как можно заработать, допустим, элементарный вопрос, да? Здесь никак не заработать. Здесь, допустим, в Европе там стадионы там 30-тысячные, 40-тысячные, там билеты там распродают, там определенные, допустим, те же формы всякие, в рекламах снимаются, там трансляция, да? А у нас, допустим, вот элементарно я вчера заходил, Каганат этот играл. Карабалта, да? Там YouTube параллельно зашел, там 50 человек смотрит, да? Допустим. Это Ну хоть за пока уровень не позволяет, да? чтобы чемпионство даете что-нибудь? Вот взять, допустим, вот Каганат взял чемпионство, и есть ли определенная сумма? Для чемпиона говорить. есть. Там, по-моему, есть, Сколько я это это точно не помню, но это не те деньги, На которых на можно- которых можно подняться, да, так скажем. Здесь можно, знаете, ничего не надо придумать. Здесь, допустим, те же американская лига, да, вот она показала классный маркетинг, как можно зарабатывать, как можно вытаскивать деньги, да. Здесь не надо ничего придумывать, здесь на данный момент только надо популяризировать футбол, над чем мы работаем, да. На данный момент надо популяризировать, а зарабатывать, может быть, мы будем через лет 10, да, когда мы свой стадион построим. Кстати, у нас в планах стадион ваш построить. У нас есть земли, у нас есть все, мы планируем, да. Когда мы стадионы построим, хорошие стадионы, когда мы сервис нормально сделаем людям, которые будут приходить, маркетинг когда будет работать, вот тогда можно говорить о речи о том, что можно зарабатывать деньги. То есть Но можно, пока это только расходы, это только можно расходы. сейчас. Хорошо. Получается, сейчас можно сказать, то, что кыргызский футбол держится на таких бизнесменов, которые просто любят футбол и поддерживают футбол в Кыргызстане. Да, совершенно верно. Генеральный директор футбольного клуба Каганат Заирбеков Жаныбек, спасибо вам большое за открытое интервью. Спасибо. Спасибо, что вы развиваете футбол в нашей стране, в нашей южной части столицы. И скажите пару слов нашим начинающим талантам, начинающим футболистам. Мотивационная речь. Я не силен в мотивационных речах, но скажу одно, ребятам, не отчаивайтесь, если у вас что-то не получается, тренируйтесь, у вас все получится. Ребята, вот и подошел наш выпуск к концу. Надеюсь, вам понравилось. Это был Ложка, фристайл, футбольный клуб Каганат. Пишите комментарии, ваш вопрос, ваше предложение, что было так, что было не так, как можно улучшить. Вот. Ждем ваших комментов, ждем ваших лайков. Всем футбола!
Игры фристайл, гагулы, мен ките, мен чачади. Как-то рагмат, ботте. Катта рахмат.